На вакцинацию от полиомиелита в Карабулакской поликлинике собралась очередь. Каждый родитель спешит защитить своего ребенка от опасного инфекционного заболевания. Первую прививку получает Мадина Хамхоева. Мне сегодня не делали прививку, и мне не было больно. Как ты думаешь, зачем нужна прививка? Чтобы не болеть. А что бы ты сказала тем, кто не делает прививки? Приходите делать прививки, будете здоровы. В значимости вакцинации мама Мадины не сомневается. Всех своих детей она прививает с 3 месяцев. Это третья из возможных 6 доз, которые нужны для выработки иммунитета. У меня 2 детей, девочка, мальчик. Я очень положительно отношусь к вакцинации. Я сама привитая, все мои братья и сестры. Детей я стараюсь тоже согласно календарю прививок. Нас вызывает медсестра на прием. Мы приходим. Просто получилось, что чуть-чуть запоздали с прививкой младшему, а так вроде стараемся. Были ли когда-нибудь осложнения после прививок? Нет, ни разу, хотя нас предупреждали, что может быть место укола чуть увеличится или температура подняться, когда мы от коклюша делали. Но нет, у нас ни разу не поднималось, мы очень спокойно переносили прививки. Все вакцины – это живая и инактивированная. В Карабулакской поликлинике есть в наличии. Запасов достаточно. Препараты хранят строго по инструкции с соблюдением температурного режима. Поэтому переживать родителям не стоит. Мы вакцин страница до генератор да хейки. Был шанс, что цвет я уж сразу подключиться даже момент не сел. Gezgjuht эшкабианца камерах. Hans тхориаз долж дикух, бадряш дикух на прививке. Так лазрежа армы диандивен, мы всегда объясняем, да, ход хонча лазрежда, что клиркран сой винвар. Так, что камер дихос Hans податься дят, дикух дядя. Полиомиелит – инфекция, которая проникает в организм через пищеварительный тракт. Ее вирус способен сохраняться до 4 месяцев. Симптомы не отличаются от простудных. Боль в горле, высокая температура, быстрая утомляемость. Полиовирус поражает нервную систему и за считанные часы может привести к общему параличу. По формам клиническим делятся на понтийную, бульбарную форму, на спинальную форму, энцефалитическую форму. Бульбарные формы паралича – это спинальная, это когда у нас возникает паралич, и в основном с одной стороны. Бульбарная форма – это уже тяжелые формы полиомиелита, когда идет поражение нервов, черепных нервов и мозговых отделов коры головного мозга, тогда уже более тяжелые формы, там нарушается глотание, нарушается дыхание, соответственно, ребенок гибнет просто от того, что он не может ни дышать, ни глотать и так далее. И более-менее такие вот абортивные формы, легкие формы, они чаще протекают как кишечная инфекция. Более тяжелые формы, более-менее выраженные формы, но могут протекать вот так вот стерто, типа кишечная висцеральная форма полиомиелита. Медики предупреждают, вакцина-профилактика защищает от тяжелых инфекций более чем на 90%. Я работаю уже давно. Никогда не было такого, чтобы была реакция, тем более просто на полиомиелитную вакцину. Это исключено, это просто смешно. Нет такого. Если ребенок осмотрен, если он здоровый, если не хотите, пожалуйста, сдайте анализы, посмотрите, проконсультируйте, сделайте консультацию узких специалистов. Если ребенок правильно осмотрен перед прививкой, проведена термометрия, хороший осмотр, сделаны, тем более, если еще есть анализы. Если ребенок абсолютно здоров, никогда в жизни у него нет никаких побочных проявлений. Это однозначно. Единственное, что спасает наших детей, это вакцинация. Статистика вакцинации по Карабулаку высокая. Со слов врачей, родители все чаще приводят детей на иммунизацию, а с так называемыми отказниками медперсонал проводит профилактические беседы и мероприятия, на которых рассказывают о важности своевременной вакцинации. Хава Гагиева, Али Зязиков, Магаз 24.